Bugün на АТР в студії Оксана Денисова. Осман Пашаєв. Продовжуємо. Ефір рівно за годину ми будемо зустрічати в нашій студії віце-президента Європейської асоціації людей з синдромом Дауна Тетяну Михайленко. А зараз в цьому блоці наш гість, колишній депутат Російської Держдуми Ілля Пономарьов. Доброго вечора. Добрий вечір. Обговорюємо вчорашнє резонансне вбивство іншого екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова. Якщо з'явилося сьогодні відео з камер спостереження саме моменту вбивства. Якщо це відео готове, просимо його запустити. І через те, що воно без звуку, ми будемо просити, Ілля, вас, можливо, зараз коментувати початок зустрічі, що це мало бути, через що мало бути зустріч. Ми нагадаємо, що Ілля сам вчора говорив про те, що Вороненков йшов до нього на зустріч, і на шляху на цю зустріч його, власне, і вбили. Ілля, насправді... Ми просимо режисера запустити вже відео, ми будемо говорити якраз на ньому. Насправді, я так розумію, Ілля, що Вороненко мав прийти на цю зустріч разом з дружиною. Правильно я розумію? Да, вообще обычно вот то, что мы обсуждали, мы собирались обсуждать сейчас запрос в Интерпол, который ожидался из России. Обычно эти темы мы обсуждали втроем. Маша, у них в семье всегда, как настоящая женщина, принимала самые важные решения, и поэтому всегда старались, чтобы все было для всіх известно. Я просто до чого веду. І ще місяць тому, наскільки я почитала повідомлення, російські ЗМІ почали розкручувати тему подвійного вбивства. А за їхньою задумкою, СБУ України мало вбити Максакову і Вороненкова разом. Ми не можемо турбувати дружину Вороненкова в такий момент, тому ви з нею говорили, ми хочемо спитати у вас. Вона так склалося, що вона не прийшла. З якої причини? Она плохо себя чувствовала, и на самом деле это еще послужило тому, что один из охранников остался дома. Тобто охоронців в підсумку було 2, а не 1? Вообще их должно было быть 3. То есть один есть водитель и 2, которые человека сопровождают. Но это вот нормы на одного охраняемого. А Денису, у них с Машей очень нежные были отношения, и Денис о Маше заботился, и поэтому, вот, уходя из дома, он одного охранника оставил с Машей. Это Маша мне сейчас, как раз, я только что с ней разговаривал, то есть она как раз увидела это вот видео, которое сейчас все смотрят, и она все время говорит, вот, если бы я была там, был бы второй охранник, то есть, может быть, бы так бы это не произошло. То есть я все время говорю, что Маша, то есть, ты успокойся, ты тут точно ни при чем, и какая-то разница, там был бы один охранник, другой охранник, там был профессиональный киллер, то есть ты бы просто только легла бы рядом, и ничего другого бы не получилось. 100% ми якраз обговорювали вчора, і сьогодні ми обговорювали тему, я прозвонювала Генпрокуратуру та СБУ на предмет того, яка саме була у Вороненкова охорона. Тому що, якщо він є свідком по справі, так, про держзраду Януковича, ця охорона йому мала бути надана військовою прокуратурою, яка веде процесуальне керівництво у цій справі. І якщо він не звертався навіть по охорону цього особисто, вона мала бути йому мало не нав'язана, так, оскільки він є одним з ключових свідків. Ви знаєте, як відбувався процес? Ця охорона була в приватному порядку нанята ним, чи як? Там история была следующей. Вот эти вот показания, которые он давал по делу Януковича, там, в декабре, сначала еще где-то в начале декабря, меня попросил, на меня вышли следователи военной прокуратуры, Руслан Кравченко, руководитель следственной группы, и сказал: Илья Владимирович, вот вы, наверное, там, тот человек, который может нам дать эти показания. Еще мы ищем письмо Януковича, и где вот достать, и мы с ними встретились, я дал показания. Ну вот, соответственно, родился этот план, что в ООН, там в начале января они ехали, уже достали этот план в ООН, и тогда еще Вороненко в этой картине не было. Потом уже, поскольку совершенно это было параллельное
история. Мы с Денисом все время общались, что Денис говорит, я хочу быть полезным Украине, я хочу здесь выполнять те же самую работу, которую я делал в России. Хочу быть следователем. Я хочу, вот, соответственно, тех гадов, которых я ловил в России, они же отмывали деньги, они отмывали деньги за рубежом, часть этих денег шла через Украину. Отличный повод, я их хочу достать, я хочу здесь работать с местными правоохранцами. И я говорю, давай я тебя познакомлю вот с моим другом, главным военным прокурором. И вы посоветуетесь, и там он тебе посоветует, куда можно с этой идеей прийти. И мы с ним вместе пришли к главному военному прокурору. Анатолію Матіусу. Да, Анатолию Матиусу. И Денис к этому моменту уже был гражданином Украины. Это был январь месяц. И в ходе разговора родилась мысль, а что если он здесь, что бы ему тоже не дать показания по поводу Януковича? 2 депутата лучше, чем 1. И вот это так с колес родилась эта идея. И он сказал, конечно, то есть я там делом буду доказывать, что я гражданин Украины, то есть все делаю. И они пошли, соответственно, он тоже дал эти самые показания. Поэтому вопрос, связанный с защитой, здесь он не возникал в принципе. Потому что, ну, я не просил защиты, а почему он ему просить об этом защиту? Прошло еще какое-то количество времени. Господин Луценко, генеральный прокурор, дал пресс-конференцию, в котором сказал, что появился второй свидетель. Тоже он давал эту информацию, когда я давал показания в декабре. Но на это как бы сильно не отреагировали, потому что, ну, я известный украинец, получается. Да, и это как бы не было сенсацией. А тут вот второй депутат, и все начали, ой, это Вороненков. И разразился там страшный скандал. И на них начали все наезжать в России, то есть гадости про них писать, гадости говорить. Причем даже там отмобилизовали оппозицию, там Навальный написал, что он жулик, а какой жулик вообще может давать показания, то есть на эту тему и так далее. Да? И они сначала вообще ничего никак не комментировали, нигде ничего не делали, потом только начали постепенно огрызаться. И как они начали огрызаться, посыпались угрозы. Посыпались угрозы. Вороненков тогда пошел в начале февраля в администрацию президента Украины и сказал, мне угрожают те люди, которых я знаю, вот генерал Феоктистов. Он на меня уже организовывал покушение, когда был в России. Тогда Вороненков выжил, то есть лечился, там его выходили. Уже это было покушение. Он говорит, я считаю, что это будет повторяться опять. И он попросил защиты. Но поскольку пошел вот вал вот этой вот грязи, что типа он и жулик, и вот он голосовал за аннексию Крыма и так далее, ему не место в Украине и все прочее. Он действительно голосовал. Ну, то есть вопрос, что вот искупает то, что он сейчас начал делать для Украины или нет, но это вопрос такой. В любом случае политики испугались, решили там близко к нему не подходить. И сделали такой компромисс, то есть из администрации. Ему дали охрану государственную, но из военной разведки. В военной разведке это уже не надо какой-то правоохранительной процедуры, вот этой защиты свидетелей или так далее. Это государственная защита, но она выделяется приказом просто военным. И они качественная защита. И мы видим, как действовал этот самый охранник, то есть самоотверженный, он молодец большой, да, то есть там почти погиб, спасая своего подзащитного. Но тем не менее этого не хватило. Ілля, ви казали, що спочатку давайте до свідчень. Чи вважаєте ви, що ці свідчення, які дав Вороненко у справі про держзраду Януковича, стали підставою для його вбивства? Оскільки, наскільки я розумію, там йшлося про загальновідомі речі, про те, що Чуркін показував, є в якості документу те, що покійний нині. Знову ж таки, постпред Росії в ООН. Чуркін показував на засіданні Радбезу ООН. Це був документ, в якому Янукович припрошував російські війська в Україну. Чому такі свідчення в світі існування цього документу були такі цінні? Вот эта часть показаний, которая касалась этого письма, такой колоссальной ценности не несла. Во-первых, потому что такие показания уже там были мои. Это ничего нового в этом смысле не давало. Он не являлся в этом смысле уникальным. Во-вторых, то есть эти показания, в принципе, мог дать практически любой человек, у которого есть хоть один знакомый сенатор в России, который мог сказать о том, что вот ему рассказывали, повлияло это письмо Януковича на решение сенаторов или не повлияло. Очевидно, повлияло, и это и есть факт, соответственно, государственной измены. У Вороненкова был другой элемент показаний, который не относился впрямую к делу Януковича и то, что не мог говорить я, потому что я этого не знал. Он говорил про то, что у него были
друзья и знакомые в силовых структурах, которые ему говорили, что еще в декабре 2013 года Коли стояв Майдан? были, да, когда был Майдан, что там были российские спецназовцы, которые там то ли готовились, то ли непосредственно отправились на Майдан, то ли они непосредственно были среди этих снайперов, то ли они тренировали этих снайперов. Ну, короче, было взаимодействие между вот теми людьми, которые потом несут ответственность за расстрел Небесной Сотни, и российскими спецслужбами. Мне про это ничего не известно, детали этих показаний я не знаю, они есть в военной прокуратуре, но к делу Януковича непосредственно они не относятся. Они относятся к расследованию, в принципе, событий, которые были на Майдане. Для вас особисто, а це що, те, що відбулося? От це помста за зраду, це до якої версії ви схильні? Ну, я лично считаю, что корень это именно в феоктистове. Я считаю, Поясніть, что... будь ласка, глядачам, які сьогодні вперше дивляться Феоктистов, телевізор, генерал, ФСБ, чому у них давні рахунки? Да. Дело в том, что два слова о том, кто вообще такой Вороненков. Вороненков очень известный и очень успешный исследователь в России, который работал в структуре, которая конкурировала с Федеральной службой безопасности. Это Федеральная служба по контролю борьбы с наркотиками, да, как бы параллельные силовые структуры. Эта служба отвечала в Российской Федерации, пока она существовала, потому что потом ее расформировали не в последнюю очередь из-за этого самого вопроса, она отвечала за борьбу с контрабандой. Украинцы сейчас очень хорошо знают, что такое Не контрабанда. тільки наркотики чи взагалі... Вообще контрабанда. Просто контрабанда, она очень часто взаимосвязана с наркотиками. Большое количество это происходит одновременно, поэтому это и было введение... Департамент наркотиків займається контрабандою в цілому? Там в составе федеральной службы был департамент по борьбе с контрабандой, который возглавлял Вороненков. И под его руководством, это не было связано с наркотиками, было раскрыто крупнейшее контрабандное дело начала 2000-х, так называемое дело трех китов. Три кита – это мебельный магазин, но там это было гораздо шире. Это просто мебельный магазин – это то, что было на поверхности. Оказалось, что практически все руководство ФСБ Российской Федерации того времени и Федеральной таможенной службы было вовлечено в масштабную контрабандную схему. Это вскрыл Вороненков. Благодаря тому, что он вскрыл, было уволено 29 генералов ФСБ РФ. И разгромлен весь этот самый экономический блок. Их не посадили, но их уволили. Лишили всех этих финансовых, соответственно, поступлений. В частности, был уволен один из влиятельных генералов, у которого был тогда еще сравнительно молодой, амбициозный подчиненный Олег Феоктистов. Олег Феоктистов в настоящее время дорос до генерала и стал начальником оперативной службы, так называемой шестой службы управления собственной безопасности ФСБ. То есть это тот человек, который сейчас по службе надзирает над всеми ФСБшниками России. Соответственно, один из самых влиятельных сейчас силовиков, который имеет право прямого доклада президенту Российской Федерации. По психологии этих людей на них, получается, наехали. Он должен отомстить. И вот сколько вот уже лет это длится, там 15 лет, он мстит Вороненкову за эту историю. И, в принципе, вот ФСБшники, да, то есть они мстят всей той исследовательской команде. Они несколько раз пытались его посадить, я говорю, там было покушение на убийство. Только за то время, пока Вороненков был в Государственной Думе, 3 раза подавалось прошение о снятии с него депутатского иммунитета. И 3 раза Генеральная прокуратура отказывала, потому что это базировалось на явно фальсифицированных показаниях там просто человека, который сидел. Это единственное основание вот, показаний против Вороненкова. И сейчас возникла такая ситуация, я знаю, что долго рассказываю, но чтобы это было понятно. Так же, как в деле Литвиненко. С одной стороны, был человек, который классифицирован был публично как предатель, перешедший на другую сторону. И, соответственно, тем самым государство дало как бы мандат, что того человека, который его убьет, оно не будет преследовать. Так же, как это было с Литвиненко. С другой стороны, был этот, в общем-то, частный интерес, вот эта личная месть,
господина Феоктистова, который вот жаждал этого самого отмщения. И совсем недавно еще, что вдобавок произошло, господин Феоктистов, который в последнее время занимал позицию вице-президента Роснефти, крупнейшей корпорации России, нефтяной корпорации, правой руки Игоря Сечина, одного из ключевых людей в России, был уволен со своей позиции за то, что он опубликовал через Алексея Навального компромат на Дмитрия Анатольевича Медведева, президента России. То есть он попал в опалу, ему надо было реабилитироваться. И это произошло месяц назад. Я думаю, что именно это стало спусковым крючком. Он решил, что если вот он достанет предателя в Киеве, во-первых, он получит такой же статус, как Андрей Луговой, убийца Литвиненко, который сейчас уже там третий созыв является депутатом Государственной Думы, абсолютно неприкасаемой фигурой, ни при каких раскладах он будет там сидеть, не преследуем и так далее. И он тоже получит такой вечный иммунитет от любых преследований. А во-вторых, он вернется в обойму. Вот это моя версия. Знову ж таки, ви зараз, судячи з того, що ви нам сказали, Вороненков є жертвою режиму. Але про мертвих або добре, або нічого – це фраза вирвана з контексту філософа Філона. Нічого, крім правди. Я позбирала інформацію з відкритих джерел. Вперше інформація про те, що Вороненко бере хабарів, з'явилася у 2001 році, коли він ще не був жертвою режиму, він був в самому режимі. Людина жодного дня не працювала на державній посаді. За відкритими джерелами має 5 квартир, 5 машин і дачу, 9-кімнатна квартира подарована сину, проплачена через офшори. Звідки гроші? А ви сама чому вчора взятку взяли? Я взятку не брала. І от він не брав. А я звідки знаю? Я откуда знаю, що ви не взяли? А у мене 5 квартир нема, ми можемо перевірити зараз. Запитання, звідки гроші в людини, яка обіймала державну посаду? Это не правда просто, потому что это как раз недостоверные данные, которые были опубликованы тем самым Алексеем Навальным. Він же опозиція. 7 лет. Антипутинская. 7 лет. Ну, что оппозиция, да? То есть оппозиция, во-первых, тоже разная бывает. Во-вторых, разные люди друг друга используют в разных интересах. Добре, про достовірні дані. 7 лет господин Вороненков был не на государственной службе. У него была пауза между вот, правоохранительной историей, потом там он работал на службе в регионе, в Ненецком автономном округе, потом был избран депутатом Государственной Думы. 7 лет он был не на госслужбе, и, собственно, все эти приобретения квартир и так далее были сделаны в этот период. Это Коли він був документальные заступником данные. губернатора і депутатом Держдуми, які у вас там зарплати? Поза цим. А чим він займався ці 7 років? Он, ну, как бы это сейчас сказать, то есть там лоббизм. Он консультировал бизнесы по взаимодействию с госорганами. Тобто всі надбання легальні і... Да, нет, как раз еще раз скажу. Там очень серьезные люди, которые пытались раскопать информацию. Вот эти все данные там про взятки и так далее, это вот на уровне, на заборе написали. Одна бабка сказала. Никто не смог этого доказать, поймать и так далее. Это распространяются эти слухи, а я там читал лекции за 700 тысяч долларов. Вот, да? не за 700, а за 300. Видите, вы лучше меня знаете. Звичайно. То есть, вот, конечно. Але я про те хотіла вам сказати, що проти вас теж працює ця машина, і вони, в принципі, змогли на вас наколупати лише 300 тисяч доларів за лекції, 10 тисяч одна лекція, що, в принципі, в залежності від того, де ви їх проводили. Это все равно не накопали. 30 тысяч, 300 или 3 миллиона. Какая разница? Це ж не рейдерське захоплення будівлі. Це доводить те, що більше вам нема чого пришити, хоча проти вас працює ціле ФСБ. Якщо там квартири, машини, рейдерське захоплення, я розумію, що там частина може бути сфабрикована, може і все, але якщо нема чого накопати, то не накопують, як показує ваш приклад. Ну, как это все равно население Российской Федерации, которое это слышало по телевизору 100 тысяч раз про золотого лектора, да, то есть считает, что я в этом виноват. Точно так же люди считают, что виноват и Вороненков. Никто же там не пытается разбираться в деталях. Так и работает эта пропаганда. Вбрасываются заведомо недостоверные данные, потом на них же ссылаются. А то, что во власти все воруют, так ну, это любой человек знает. Ілля, от ви сказали на початку програми, що багато рішень ухвалювалося завдяки Марії Максаковій, цій родині, але знаючи її кар'єру, тобто нелогічніше їм було поселитися там у Відні, у Римі, у Лондоні, і безпечніше, ніж в Києві. Чому, на ваш погляд, вони обрали Київ?
знаючи, що він відкритий для майже відкритий для... Я скажу більше, ну просто ми, як громадяни країни, не можемо це сказати. У нас не країна, а прохідний двір. У нас посеред міста орудує ФСБ всеред І дня. тим не менше запитання про чому. Вот вы знаете, ФСБ к вам попасть очень легко, а честному человеку на самом деле крайне сложно. Как это прекрасно знают все российские активисты, которые пытаются здесь получить там политическое убежище или хотя бы временный вид на Ну, жительство. чесному, тяжело, а Вороненкову виявилося не так важко опинитися. Громадянство за 2 місяці отримати. Так, ну все ж таки про вибір Києва. Понимаете, то есть, значит, Денис получил гражданство не там указами президента, никакими особыми процедурами, а стандартной правовой процедурой на базе родства. У него родственники в Херсоне, он показал, соответственно, эти родственники и то есть, получил это гражданство. Там За 2 місяці у нас ніхто не отримує громадянство. І я знаю багато прикладів, коли люди по 2 роки не можуть отримати на підставі рідства. Без прямої домовленості з адміністрацією президента він би не отримав це громадянство. Вибачте, що я вас перебила. Ну, Продолжите. просто, понимаете, я, поскольку этим вопросом сам я лично занимался, да, то есть, поэтому я точно знаю, каким образом он получал гражданство, точно знаю, куда он ходил. Естественно, там мы ему объяснили, куда надо ходить. Да, там не было никаких проволочек, потому что любой там человек в миграционной службе, читая, то есть, кто этот человек, понимает, что он здесь оказался не случайно. Добре. Виходить, він отримав паспорт де? В Москві ще? Чи вже коли переїхав Ні, до Києва? здесь, конечно, Але так тоді воно. не стиковочка виходить. Дивіться. Ви кажете, що свідком по справі Януковича він став нещодавно. Вона з'явилася після січня. Да? Ви кажете, що громадянство він отримав по стандартній процедурі без президента. От приїхав в Київ і потім отримав. Ну але він коли перетинав би кордон за своє голосування, він був би в Держдумі заарештований і притягнутий до відповідальності ще до того, як він отримав би громадянство. Це якби хтось хотів його заарештувати з наших імен. Окрім вас, в цій Держдумі всі, хто перетнуть кордон, вони першим ділом поїдуть в слідчий ізолятор СБУ, здається. Скажу честно, что здесь вы меня поставили в тупик, потому что основания для пересечения границы я не знаю. То есть в том смысле, что я знаю на 100%, да, что никто ему границу не помогал переходить. Потому что обычно, когда все меня просят, то есть там позвонить, подтвердить, сделать приглашение и все прочее, мы это ничего то есть, не делали. Но мне кажется, что это скорее просто там тривиальный недосмотр пограничной службы. Ілля, Ну, нещодавно з Криму одна людина була затримана СБУ. Людина, яка в Криму, яка, знаєте, за що її затримували? За те, що вона вже в вересні балотувалася в сільраду. Ну, як би ми не сталося, ну, але в окупаційну сільраду, да, кримську. Тобто СБУ слідкує, якщо треба, за людьми, які в сільради балотуються. Ви вважаєте, що за депутатом Держдуми ніхто не слідкує, і він міг би перетнути кордон без допомоги з найвищих щаблів української влади? Слушайте, вот, ну, еще раз, я не могу это объяснить. Я, ви, честно, не могу. З Я вот говорю. IT-сфери ви все можете пояснити більше, як математик. Ви розумний. Слушайте, я сегодня вечер, я даже не хочу то есть, пытаться что-то изобрести, какое-то объяснение. Вы не но гуманитарий. мое мнение очень простое. Бардак. То есть у вас в стране, извините, бардак. Да? То есть И здесь я тому думаю, что Вороненкова то не есть, это затримали. бардак. То есть, потому что, естественно, он не показывал там дипломатический паспорт и все прочее. Он показывал общегражданский паспорт. Вряд ли он на границе говорил, что он депутат Государственной Думы. Если там нет электронной базы данных депутатов Государственной Думы, то он прошел. Я почти уверен, что дело было так. Да? Добре, давайте повернемося до того, чому б не вибрати, і до вас це запитання також. Да-да-да, чому б не вибрати Відень, Німеччину, будь-яку країну Євросоюзу? Ну, тут зрозуміло, що звідси нікого, може, і не видадуть, так, Росії, а з європейських країн можуть видати, чи може якась інша причина? Чому вибір саме України? У нас же ж небезпечно, бачите? Ну, думаю, что в этом есть такой серьезный элемент моей ответственности. Мы с ним встретились первый раз в сентябре. То есть, ну, до этого там я знал, что он пытается избраться. Я ему говорил, что то есть, ты не изберешься, тебя не пустят. Он, тем не менее, решил попытаться. То есть, там, естественно, не избрался, как и предполагалось. Вот. Потом приехал, значит, посоветоваться, что делать. То есть, он мне позвонил и сказал, то есть, ты вот опытный человек, с этими всеми Интерполами знаешь, да, то есть, и можешь мне посоветовать, что делать. Мы с ним встретились в
Украине, в Киеве, он сказал, вот у меня выбор. Значит, я могу быть в Европе, потому что жена немецкая гражданка, и можно получить на этом основании вид на жительство в Германии. Можно попробовать там в Штаты поехать, но я не знаю, что там делать, да. Или вот, говорит, тут у меня есть родственники в Украине, могу в Украину, ну, то есть я не очень понимаю. Я говорю, а что ты хочешь? Он говорит, ну, как говорит, что я не хочу жить жизнь пенсионера. В Германии я не понимаю, чем мне заниматься. Если мне там быть, то я либо ничего не делаю и просто при жене, либо я должен заниматься бизнесом, а я не бизнесмен. Я никогда этим не занимался, то есть я не умею, и денег у меня нету, и, то есть, говорит, я не понимаю, что делать. Я говорю, так ну давай, вот вместе с нами у нас тут там растет диаспора, давай к нам в Украину, потому что ты можешь заниматься здесь своим профильным делом. Заниматься этими самыми расследованиями, а это действительно то, что Украине нужно, потому что это реальная борьба с этой самой агрессией. Он говорит, а как ты думаешь, там я смогу договориться с кем-нибудь, да, о том, чтобы вот начать вместе работать? Я говорю, ну я думаю, что быстро ты не договоришься, но я тебя познакомлю со всеми ключевыми людьми, и думаю, там как-то потихонечку это может сложиться. Он мне задал вопрос, а что вот будет с точки зрения моего голосования по Крыму. Я говорю, ну, я считаю, что тебе надо сходить в администрацию президента, поговорить с людьми, взвесить все шансы, что то есть ты можешь дать Украине, соответственно, проститься, это не проститься, какой сценарий. Он сказал, хорошо, говорит, у меня там тоже есть какие-то знакомые, я с ними посоветуюсь. Он после этого там расстались месяц, меньше месяца, наверное, недели на 3. Вот. Потом он мне звонит и говорит, я принял решение, наверное, все-таки Украина это интереснее, я как минимум могу работать. А как ты считаешь, Машу в Киевскую оперу возьмут? Я говорю, ну, на мой взгляд, она там певица мировой величины, это как раз наименьшая здесь проблема. Он говорит, ну, все, давай тогда, то есть мы ориентируемся на то, что я сюда приеду, і далі там ми консультуємося якраз по процедурі гражданства і так далі. От он запустив. А це тоді він просто їздив туди-сюди поки що, да? От ви в вересні кажете, в Україні зустрілися, він ще просто приїздив. Тобто, на... Кілька разів Ну, перетнув я про кордон, це і про цю деталізуємо. саму ситуацію. Про бардак. Ми Тобто, про людина бардак. перетинає кордон, а потім Іллі Пономарьова спитає, а як, думаєш, відреагують на моє голосування? Тобто в Києві він замислюється над тим, перетинаючи кордон, чи не буде виникнути у нього проблем? Ну, вы же понимаете, что в России реально не отдают себе в этом отчет. И вот вся эта история, например, с Юлией Самойловой, я вам точно могу сказать, девочка абсолютно искренне, въезжая в Керчь, не понимала, что она нарушает закон. И 100% он про это говорит. А чому ви обрали Україну, Ля? Ну, я вернулся сюда уже из Штатов. Я абсолютно осознанно это сделал, потому что я считаю, что это место, где я могу быть полезным. А ви То есть відчуваєте себе зараз по-настоящему. в небезпеці? В безпеці? Боїтесь за життя в світлі? Ви ж інший ключовий свідок у справі? Да, ну, я изначально считал, что кстати, с Денисом мы это говорили, что жить в Украине, приехать в Украину, это значит билет на войну взять. И на войне стреляют, на войне убивают. Я, конечно, то есть не думал, что произойдет то, что произойдет, и так несколько легкомысленно относился к тому, что он все время говорил, там, меня обязательно там достанут здесь. Вот. Но я просто для себя считаю, что у меня там целый ряд друзей погибли в разных странах мира. Да? Там я имел хорошие отношения с Александром Литвиненко, вышеупомянутым. Его убили в Лондоне, хотя он работал и был под защитой Ми-6. Да? Там одной из лучших спецслужб мира. Борис Абрамович Березовский, между прочим, в Лондоне погиб. Да? Тоже у него была и частная охрана великолепная совершенно. И, опять-таки, был под защитой британского государства. А там путинский подельник Михаил Лесин, который перешел на сторону Соединенных Штатов и был под программой защиты свидетелей ФБР, то есть был избит до смерти в центре Вашингтона, в центре американской столицы. И никто ему там не помог. Да? Поэтому я считаю, что если есть цель достать, они все равно достанут. Ну, естественно, задача просто жить так, чтобы им було больно. У нас 2 хвилини, можна я одне запитаю? І одне тобі, по хвилині. От просто перелічені люди,
І Вірізовський, і Литвиненко, і Вороненко, вони були в системі влади. Хто як? Хто був в системі СБУ, хто був олігархом, хто голосував за приєднання Криму. І в цій системі він вважається зрадником. Ви в їхній системі, ви не голосували за Крим. Ви були, скажімо, тоді відносно опозиційні партії пройшли відносно, скажімо, наскільки це можливо в Росії говорити. Ви в їхній системі зрадник чи ні? Думаю, что нет. То есть я как раз себя чую надеждой, что это некоторая такая, но если не охранная грамота, то, по крайней мере, то есть это осложнит принятие процесса решения. Путин очень понятийный человек, и я с ним, более того, там, когда встречался в России, я чувствовал, что, знаете, как есть уважаемый враг, да, то есть вот любимый противник. Да. Я враг, но я не крал, он точно это знает, я никогда не переключался с одной стороны на другую, у меня всегда были абсолютно одинаковые политические убеждения. Ви с не одной зрадник, останнє стороны. питання для У тебе. мене коротке запитання. З вами прийшла охорона, це охорона СБУ. Вам надали охорону Да. після усього цього? Ну, да, дали охрану, ну и я скажу так, что считаю это бесполезно и подвергает риску товарищей. Вот, совершенно, на мой взгляд, напрасно. Но я считаю, что я в данном случае нахожусь в чужом монастыре. Если в этом чужом монастыре мне говорят, что устав такой, ну, значит, он такой. Ви готові давати свідчення в Гаазькому трибуналі по справі, по якій зараз даєте свідчення генпрокурора? Все, что надо, чтобы прекратить войну и наступил мир, я готов сделать. Ілля Пономарьов, колишній депутат Державної думи Російської Федерації, сьогодні пояснив свій вибір загиблого Дениса Вороненкова щодо вибору України та пояснив свою версію того, що відбулося вчора в центрі Києва. Переходимо до новин. Повернемося з дуже важливою соціалкою за кілька хвилин.